Добрый день, дорогие наши абитуриенты, желающие поступить в Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Меня зовут Анна Арзиевна Тынышпаева, я профессор Института управления Академии и преподаю курсы для докторантов проектирования научной деятельности и методы исследования. Сегодня я вам хочу рассказать о требованиях к написанию проекта плана исследовательской работы. Вот какие вопросы вас больше всего волнуют? Для чего нужен проект плана исследовательской работы? Почему он важен? Какие требования к нему? Какой он должен быть по объему и структуре? Что должно быть в него включено? А самое главное, как комиссия будет оценивать вашу работу? И объяснить, почему важно писать проект плана исследовательской работы. Поскольку, когда вы определитесь в выборе направления и темы будущей диссертационной работы, вы более осмысленно и ясно подойдете к обучению. Кроме того, вы сможете презентовать конкурсной комиссии ваш уровень владения теоретической базой, знание понятий, терминов и подходов к решению выбранной вами теме исследования. И самое главное, хороший план обеспечит вам успешное обучение в академии. Какие критерии обычно для оценивания проекта плана используются? Это то, как автор демонстрирует стратегическое и критическое мышление, как умеет анализировать информацию, принимает взвешенные решения на основании изученной базы данных, литературы, умеет генерировать новые идеи и находить оригинальные решения. И как пишет ли текст своего плана в соответствии с требованиями академического письма. И еще хотела самое главное вам напомнить, что все работы, которые будут вами предоставлены комиссии, они будут проверяться на антиплагиат. И Академия придерживается, входит в Лигу академической честности, и это является важным. Ваш текст должен быть не менее 75% оригинальности. Теперь приступим к основной части. Как же написать проект плана исследовательской работы? Хочу вам сказать, что существует несколько этапов написания диссертационной работы. Их примерно 6. И первый этап – это подготовка плана проекта исследования. Вот то, на котором вы должны сосредоточиться для предоставления приемной комиссии. В нем есть маленькие такие, но очень существенные шаги. Это обзор и анализ исследований, постановка целей, разработка методологии, формулирование целей и задач исследования. И самое главное, вы должны понимать, когда вы приступите к написанию научно-исследовательской работы, очень важно найти противоречия и проблемы, которые необходимо разрешить в практике. И в последующем, когда вы напишете этот план исследования, дальнейшие этапы будут связаны с проведением и обработкой сбора данных, интерпретации и формулирования основных положений, выносимых на защиту. Таким образом, я вас поздравляю. Вы, поздравляю с тем, что вы приступаете к написанию диссертационного исследования и очень четко понимаете, что ваш план на самом деле представляет первые 3 этапа написания диссертационной работы. И в случае вашего поступления в академию вы продолжите это исследование. На что важно обратить внимание при написании проекта и на что обращает внимание комиссия? Это прежде всего актуальность проблемы, как вы осуществляете критический анализ, как вы подбираете и планируете использовать методы исследования и возможные пути решения. Обычно структура плана, плана исследовательской работы у вас будет состоять из введения, основной части, заключения. Далее мы подробно с вами рассмотрим, что это такое. Вот, к примеру, когда вы выбираете какую-либо тему исследования, вы должны сосредоточиться на ее структуре и написать оглавление. Это очень важно, потому что он является путеводителем понимания комиссии, как вы представляете ход самого исследования. И поэтому я вам рекомендую, когда вы
значит, будете его разрабатывать, то во введении вы укажите, пожалуйста, такие вот обращающие на себя, вот можно выделение сделать жирным шрифтом, например, как вы описываете актуальность, постановку проблемы, цель, задачи исследования, и эксперту будет понятно, что вы очень четко представляете и структурируете категориальный аппарат. В основной же части вы приступаете к обзору литературы, поэтому вы можете написать ключевые понятия, теории исследования, основные дискуссии, которые происходят по вашей теме, какие пробелы существующих знаний. Прямо можете указывать пробелы существующих знаний. И в основной части вы описываете дизайн исследования, то есть как вы собираетесь проводить исследования, какие методы выбираете. И, пожалуйста, обращайте внимание, что в самом тексте вы должны выделять эти вопросы небольшими подразделами. И в заключение, в котором у вас должны быть выводы, и очень существенно важным является использованная литература, которую вы должны указать. Позже я вам расскажу, как вообще оформлять литературу. Далее, вот всех, конечно, будет интересовать, какой объем проекта исследовательской работы. Ну, это не более 1500 слов, это примерно 6 страниц. На каждой странице размещается примерно 235-255 слов. И примерно объем плана, это в введении вы должны где-то 20% текста написать, в основной части 60%, а выводы 20%. И поэтому, значит, как я уже говорила, для восприятия текста допускается выделение отдельных подразделов, чтобы эксперту было понятно, как вы структурируете свой материал. И теперь основная такая очень животрепещущая вопрос – это как выбрать направление и тему исследования. Я хочу обратить ваше внимание, что ваша тема обязательно должна соответствовать программе, образовательной программе, на которую вы поступаете. Это государственное управление или международные отношения, или экономика. Будьте, пожалуйста, внимательны. И при этом желательно, чтобы тема соответствовала тому ведомству, которое направляет вас на учебу, поскольку это будет являться государственным заказом государственного органа, академии. Поэтому комиссия будет обращать, насколько соответствует ваша тема вот этим всем вопросам, которые я вам сказала. А как найти темы, наиболее правильно их сформулировать, нужно знать и читать направление развития науки по выбранной вами теме, посмотреть государственные программы, национальные доклады, мониторинги, которые проводились в профильном ведомстве, научной литературе по соответствующей отрасли знаний. И там вы найдете идеи для выбора темы исследования. Само название темы должно быть, конечно же, четким и давать представление о том, чем вы будете заниматься. Обычно сама тема исследования включает где-то от 6 до 12 слов. Поэтому как бы обратите на это внимание. Вот я привожу примеры тем исследований. Вот очень интересная такая проблема. Это государственные меры по снижению бедности населения в приграничных регионах Казахстана, например. Или электронное правительство и цифровые технологии в сфере коммуникации и сотрудничества. Или публичное управление в реализации государственных программ в социальной сфере. И когда вы выбрали тему, вы, конечно же, приступаете к написанию раздела «Введение». Вот в введении вы описываете актуальность исследования, исследовательский вопрос, который вы хотите поставить. Это очень важно, поскольку это вот определяет весь ход написания вашего плана исследования. И в нем нужно продемонстрировать знакомство со своей областью исследования, показать, что вы понимаете текущее состояние и формулируете важную, актуальную проблему, которую необходимо разрешить. Это очень повышает как бы оценку эксперта вашего плана. Далее, вот во введении вы должны очень четко сформулировать, какая же цель исследования, которое вы планируете осуществить. И цель исследования обычно формулируется так, что понятно, почему вы предпринимаете данное исследование, его направленность на конечный результат. Иными словами, цель – это есть то, что мы хотим получить в конце исследования. И поэтому цель должна быть конкретной. Ну, например, решение конкретной проблемы в социальной, или общественной, или политической, экономической сфере. И цель конкретизируется в задачах. Задачи обычно
Это значит, то, что вы должны делать теоретически и экспериментально. И значит, примеры формулировки цели, которые вы можете использовать. Например, изучить процесс, описать явление, объяснить то или иное явление, предложить новый метод решения актуальной задачи. И после определения цели формулируются задачи исследования. Я хочу обратить ваше внимание, что задачи исследования – это не то же, что и цели. И цель обычно одна, а задач несколько. Задачи – это то, что вы собираетесь сделать для того, чтобы осуществить цель. И обычно, когда вы формулируете задачи, то, соответственно, это влияет на структуры подраздела исследования, на этапы исследования. И поэтому желательно вот в ваших предложениях сформулировать от 3 до 5 задач. Ну, к примеру, вот здесь я привожу вам примеры формулировки темы, цели и задачи исследования. Ну вот, например, тема предоставления государственных услуг в гибридном цифровом обществе. Цель – определение качественного и количественного содержания инклюзивного сервиса предоставления государственных услуг уязвимым группам населения. И посмотрите, пожалуйста, значит, я ставлю примерно 4 задачи. Первая задача – это изучить литературу по государственному управлению в сфере инклюзивного сервиса, провести анализ предоставления государственных услуг населению, какая текущая ситуация в этой части, получить данные о цифровом неравенстве, удовлетворенности государственными услугами и разработать алгоритмы предоставления инклюзивных услуг цифровым правительством. Итак, вы закончили введение, вы поняли, что там нужно сформулировать актуальность, цель исследования, задачи исследования, и вы переходите к основной части. Основная часть, она, как вы помните, составляет примерно 60% текста, и в ней следует оказать кратко и ясно предпосылки и проблемы предполагаемого исследования, что явилось основанием для необходимости решения такой задачи и основные дискуссии выбранной вами области исследования. Ну и, конечно же, вот я хотела бы вам подсказать, как делать обзор научной литературы. Обычно это научная литература и включает в себя вот оценку, анализ публикаций. Я хочу ваше обратить внимание, что это не учебники, это монографии, научные статьи, научные обзоры, статистические данные, какие-либо исследования по теме вашего, по выбранной вами теме. И в обзоре следует обратить внимание на методы исследования, как в литературе, в научной литературе другие ученые выбирали методы исследования и как они решали эти проблемы, и указать, какие существуют пробелы все-таки в существующих исследованиях. Как оценивается обзор? Вот вы написали обзор, эксперт будет смотреть, умеете ли вы обобщать источники, есть ли теоретический анализ, как вы критически оцениваете источники, насколько аргументированно, как описываете и анализируете статистические данные, дана ли четкая картина состояния научных исследований, имеются ли самое главное обобщение анализа и выводы. Как же искать литературу? Поиск литературы очень легко делать, если у вас есть ключевые слова. Поскольку вы поставили цель и сформулировали задачи, отсюда вам будет ясно, какие ключевые слова будут преобладающими в вашем исследовании. Вот, например, значит, вы когда сформировали вот это дерево ключевых слов, вы можете уже по этим ключевым словам, значит, использовать различные базы данных. Например, каталог библиотеки Академии, Google Ученый, GStore, EBSCO, проект МОЗ и Scopus. Как же писать обзор? Вот перед вами будет очень много литературы, которую вы найдете по ключевым словам. И, естественно, вы должны суметь их не цитировать и переписывать, а использовать определенные технологии. Я предлагаю вам читать, резюмировать и обобщать. Это очень важно, потому что как раз это будет отвечать требованию, насколько вы критически осмысливаете и описываете содержание. Потом, после этого, вы как обобщите и укажете, соответственно, те источники, которые вы читали,
Нужно их проанализировать и проинтерпретировать. Не просто перефразировать, а добавить свои собственные интерпретации, где это возможно. Обсуждать важность результатов отношения к литературе в целом. Потом, как вы критически оцениваете вот сильные и слабые стороны этих источников. Возможно, вы напишите, что группа ученых, которая занималась вопросами, например, цифрового правительства, больше обращала внимание на технологизацию процессов, алгоритмов, но не, значит, не обращала внимания на самих субъектов, насколько действительно цифровые услуги соответствуют ожиданиям и потребностям людей. Затем вы обратите внимание, что нужно писать в хорошо структурированных параграфах. Например, это отвечает такое требование, как тематический анализ, например, где отражаются различные аспекты. Как я вам сказала, что у вас очень много будет литературы. И, конечно, это очень увлекательно, и вы будете хотеть, значит, включить все эти источники. Но не забудьте, пожалуйста, что у вас, значит, основная часть будет примерно где-то состоять из 3 страниц, поэтому вы должны изложить более максимально ясно и сжато, и четко обозначить границы исследования, то есть то, чем вы будете заниматься. Если вы, например, напишите, возьмете такую тему исследования, как снижение бедности по Республике Казахстан, то, конечно же, будет понятно, что в вашем исследовании какие-то будут ограничения, которые не позволят вам его завершить в соответствующее время. И поэтому вам очень важно уметь сжатый такой анализ давать в области темы исследования. И следует придерживаться следующих рекомендаций. Нужно, чтобы вы указали, что вы понимаете, что было уже сделано до вас по теме исследования. И ссылаться на только важные для темы научные труды других ученых. Обозначить теоретические рамки. Я хочу обратить ваше внимание, что в обосновании не только должно быть практические какие-то проблемы или мнения, а самое главное, тот уровень теоретической разработки в литературе, который он имеется, и показать, что вы в курсе всех текущих научно-практических проблем. Когда вы сделали обзор, вы приступаете к очень важнейшей части своего плана. Собственно говоря, это квинтэссенция этой, наверное, части, это к методологии исследования. Вы должны обосновать свою методологию и показать, как вы тщательно продумали инструменты и процедуры, которые вам необходимы для проведения исследования. Вот в этой части, значит, эксперты будут обращать внимание на то, значит, как вы планируете, понимаете осуществление тех задач, которые вы поставили. Здесь указывается следующее. Вы описываете этапы исследования, в которых конкретизируете, как вы будете получать данные, какие методы будете использовать, как будете контролировать достоверность данных, потому что это очень важно. Данные должны быть репрезентативные, объективные и достоверные. Как анализировать будете полученные данные. Все это делается, конечно, с помощью методов исследования. Вы их напишите, собственно говоря, это и есть план вашего исследования, то есть то, как вы планируете провести исследование и получить предполагаемые результаты и способы решения проблемы. Вот здесь очень важно, чтобы вы прописали, как вы будете проводить свои исследования, какой у вас будет формат вашего исследовательского предложения, какие вы должны показать, что вы знаете, какие данные вам нужны, и что нужно решить, и когда вы будете их собирать. Это означает, что вам нужно определить свои методы исследования соответствующие для вашей темы, конкретные процедуры. И важно также не указать, какие же критерии будут использованы для выбора участников или источников в вашем исследовании. Вот здесь вот предлагается вам такой методический инструментарий, где вы должны для себя решить, какой же тип данных вам нужен. Например, вы в своем исследовании показываете, что вы можете собирать оригинальные какие-то данные, значит, использовать, например, социологические опросы или эксперименты, но вы должны показать, насколько, значит, реалистичен ваш план.
Может быть, вам нужно будет не использовать первичные данные. Первичные данные – это те, которые вы сами получаете в исследовании. А может быть, вы будете использовать вторичные данные. И вот в этой таблице я указываю, какие преимущества выбора таких типов данных. Потом, значит, вы должны определиться, какие это будут методы, количественные, качественные. Но обычно используют и качественные, и количественные. Обратите внимание, в чем достоинства и недостатки этих методов. Ну вот, к примеру, значит, вы можете посмотреть, что нужно учитывать при выборе следующих методов исследования, как опросы, интервью, эксперименты или вторичные данные. Ну, что еще самое главное, вы, конечно, желательно, чтобы вы разработали график. Вот предположительно у вас 3 года обучения, и вы уже понимаете, если мы возвратимся к структуре написания диссертационного исследования, вы будете видеть, что там 6 этапов. И вы в своем графике желательно вот эти этапы, значит, описать и показать, что на каждом этапе, какую задачу вы ставите, какие методы вы будете использовать и какие предположительные результаты получите. Этот предварительный план значит, показывает на то, как вы действительно реалистично представляете исполнение вашего плана, и действительно сможете ли вы его выполнить в течение обучения в академии. И в заключение очень важно, я хотела еще обратить ваше внимание, в основной части вы всегда должны выводы делать и предположительные заключения. А когда перейдете в раздел заключения, это очень важный раздел, который показывает ваше понимание проблемы и реалистичность, как я уже говорила, вашего исследования. Поэтому в этой части вы должны все, что писали во введении, основной части, должны обобщить и сформулировать основные выводы. То есть в основной части, если будут частные выводы, то в заключении это должны быть общие выводы, которые вы сформулировали, изучая литературу, практику, и подчеркнуть их значимость. И в заключение у вас должен быть список литературы. Обратите внимание, что список литературы должен быть оформлен в соответствии со стандартными требованиями. Вы найдете в интернете эти стандарты, образцы оформления. Пожалуйста, придерживайтесь их. И очень важно, когда вы будете использовать литературу, обобщать, анализировать, интерпретировать, каждый раз вы должны указывать использованный источник. И, как правило, он оформляется следующим образом, как вы видите. Это в квадратных скобках ставится номер источника и страница. Если вы несколько раз используете источник, скажем, номер 1, то вы каждый раз указываете номер источника и страницу. К примеру, в первом случае это была страница 20, в другом случае может быть 30 и 40, поэтому, значит, это было бы очень правильно, и в соответствии этики исследования указывать обязательно источник. И обратите внимание, что нумерация источников присваивается по ходу цитирования в тексте, не в алфавитном порядке или там еще в каком-то другом. Значит, у нас приняты стандарты, когда нумерация источников ставится по ходу цитирования, по ходу использования источника при анализе. Ну что ж, все советы, которые хотела вам сказать, я рассказала. Еще раз прошу внимательно отнестись к тем рекомендациям, которые я вам дала. И в итоге я хочу вам пожелать удачи в написании проекта плана. И самое главное, когда вы будете писать проект плана, вы поймете, что наука – это очень увлекательная сфера деятельности человека. Еще раз вам желаю удачи и ждем вас в наших аудиториях. И надеемся, что выбранные ваши темы исследований действительно будут способствовать прогрессу и развитию Казахстана.